Так, кто-то у нас плохо дверь закрыл. Мэрия. Все. Как дворец принцессы Дианы все равно казначейство. Я в Лондоне, когда был, видел, на экскурсию водили, только там все золотом, под золото сделано. А типично такое же здание. Я был там на китобойной комиссии, и вокруг ходили зеленые с большим китовым глазом. Когда мы выходили, они водили глазом на нас. Вот они, убийцы китов. Китовое око видит своих убийц. По сути, это хулиганы. Малолетки, которых нанимают за деньги, они ходят там орут. Сами не понимают, Что орут? А доплатили деньги и орут. Но больше всего донимали японцев. японцы. Ага. У них же научная квота на кита минки есть 900 китов. А они как коммерческую ее используют. Вот. Но это все зеленые знают, конечно. Они же для парфюмерии. Там. Да, ну и в ресторанах продают китовое мясо, очень дорого у них. А они требовали еще квоту под своих аборигенов айнов. А им не дают, потому что до японцев китов они всех перебьют. Да. В итоге они самостоятельно, не обращают внимания на китобойную комиссию, добывают китов. Таких минки. Наверное, и нам тоже так надо. Да, пожалуй. Ну, одно время мы вместе шли объединенной командой с американцами в китобойной комиссии. Выбивали себе квоту. Сейчас не знаю, как это. Раньше американцы и Россия вместе выступали. Вот квота на гренландского кита появилась благодаря тому, что мы сделали обмен. 5 серых китов отдали индейцам племени Монако и этим жителям островного поселка Ели, который напротив Артманова. А они нам 5 китов гренландских дали. В обмен, да? Да, поменялись квоты. А потом ведь большая работа была, 10 лет проект мы вели с американцами по учету гренландского кита. Потому что китобойная комиссия требовала уточнить, сколько китов гренландских, популяции, сколько. Не во вред ли мы добываем китов. Ну, в итоге насчитали это больше 1500. И 56 китов, значит, гренландских не в ущерб популяции общей. 56 китов Аляска и 5 наших. Нам даже приезжали в Лорино индейцы Анака племени, учились добывать китов. У меня даже есть дома бубен, который мне подарил вождь племени Монако. С автографами. Ну, обычный кыргой арар, вот наш такой же. С автографами всех членов племени. Киты нарисованы там, автографы. Из оленьей шкуры. Да. Ну, кыргой арар, да? Но правда, у меня от времени лопнул, пересохла кожа. Но все равно я его там клею. Меня научил, что надо жиром смазывать. Каким жиром? Либо растительным маслом. Ну, увлажнять, да? Просто надо, да, чтобы не лопнуло. С двух сторон надо. С этой стороны и с той стороны. А если лопнуло, то что? Уже ничего не А сделаешь. уже ничего не сделаешь. Уже не зашьешь, не заклеишь. Все, спасибо. Галина, вам спасибо огромное. Очень приятно было с вами работать. Да, спасибо вам большое. Ну, если что, зовите. Хорошо. До свидания. До свидания. Очень приятный человек. Интеллигентная. Да, такая. такая тактичная, сдержанная. Молодец. Она хорошо держит аудиторию. Ага. Ой, что-то. Брызговик Ага. задевает. Но сегодня, смотри, как хорошо они активно работали в аудитории, да? Ага. Да, хороший урок получился.
Иратовнita. Также в 6, да? Ага, 18:30. Ну да, 6 часов я подъеду. Благодарю, Лариса. Всего доброго. Я тоже. Да сколько в теплотрассе крыс этих живет? Мгм. У нас знаешь, что почему исчисление? У нас же нет такой теплотрассы, как здесь. У нас же она все по воздуху идет, и окажутка металлическая сделана. Там, по сути, в общем-то, пролезть. Ну, только колодцы, если. Вот так, в общем-то. Я тебе говорил, в этом Хасхаде продают бублики с чукотским названием «Пад-Кав-Кав». Мгм. В Нет. скобках написано «Кав-Кав». Я брал ночью, нормально, вкусно. Мгм. Надо взять, пробовать. Ага. Кав-Кавки. Это что, так пугу вырвало щеку, да? Ну, возможно. Нифига себе. Возможно, да. Обалдеть. Ой, Здоров. я вчера погулял, делал прямую трансляцию. Ага. Вот, и чувствую, что-то боль в горле появилась. О, Вот, и вот сейчас вот как бы чих этот, видимо, говорит о простуде. Надо раньше сейчас горяченькое. молочко горячее с маслом сливочным. Горячее молоко. Ледок чувствуется. Ага. Надо же, в Анадыре опять зима пришла. Сегодня выхожу, утром смотрю, лежит в подъезде пакет полный с банками пива. Ну, думаю, неужели соседи такое сделали? Вроде порядочные люди живут на площадке. Правда, вечером ушел, уже не было утра. Я с собой завтра есть ничего брать не буду. Просто чай налью себе термос. Приманку сейчас нарежу, небечки есть. Так, кстати, смешные собаки Ага. из-за своей длины. Да. Это же нормальные собаки. Человек побортил всех животных, нормальных собак. Полукошек, полуобезьян всяких поводили. Особенно эти французские бульдоги, как мопсы или бульдоги с переломами носом. Это вообще, конечно, зверство. Как завтра. Благодарю за завтра.
несмотря на сильное солнце сейчас, снова снегопад, снова мороз. Я был уверен, уже все. Уже чуть ли не лето. А не тут-то было. Все, всем спасибо. До новых встреч.